Почтить память добровольцев, отдавших жизни за свободу и независимость нашей страны, к установленному в Гудауте памятнику пришли президент Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента Лаша Ашуба, члены правительства, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, общественность и, конечно же, сами добровольцы. Что вело этих людей в пылающую республику, что побудило их протянуть абхазам руку помощи? Это был порыв души и сердца сынов Кавказа. Добровольческое движение начало формироваться с первых дней войны. 15 августа в Абхазию прорвался отряд, возглавляемый султаном Сосналиевым. Помолчите, люди, ради Бога, и к моим прислушайтесь словам. Потерял в бою сегодня друга. Он упал, сраженный наповал. Перестало биться его сердце. Клич Аллах застыл его устах. Не увидеть больше. В день начала войны Султан Асланбекович, зная, что уже собираются люди около штаба, который был организован, пошел туда узнать, что к чему. Но он уже, в принципе, настроился, что будет ехать сюда, но об этом он мне ничего не сказал. Просто взял с собой свою куртку летную, какие-то вещи, чтобы так я не видела, и потихоньку ушел из дому. Здесь в Гудауте был митинг, люди собрались, и они сразу попали на этот митинг, где выступили и сказали, что мы такие-то прибыли поддержать народ Абхазии, и через горы вооруженные уже добровольцы со всех республик Северного Кавказа идут сюда. Абхазы, вы не одни. Безусловно, было ликование здесь. Люди уже поняли, что действительно они не одни. И такое вот начало. Первые дни они уже 15-го прибыли сюда, а 16-го уже полностью Султан Асланбекович начал внедряться, вникать во все. Первые добровольцы из Чечни пришли в республику через перевалы главного Кавказского хребта и по морю к берегам Гудауты. Отряд «Волчьей стаи» пополнялся новобранцами в ходе всей войны. Со временем в нее вошли не только чеченцы, но и представители других национальностей. У нас чисто погибших в Абхазии за войну самое много, по-моему, у нас 67 человек погиб. Я не говорю о тех, которые инвалидами остались. У нас по сей день есть люди, которые в колясках сидят. 67 человек – это официально погибшие у нас. А прибыли разными группами. 21, 18, 22, вот так вот. Разными группами прибыли. Мне 23 года было. Тогда Шамиль Басаев, телевидение 8 часов объявил, что помочь надо маленькому государству. Что там беременные женщины порезали ребенка живота. И мы собрались. Так мы по дороге в Россию мы взяли заложники, нас не пускали сначала. Ну так, не хотели пускать. 22-го мы здесь были. Добровольческое движение было многонациональным. На защиту нашей страны встали представители Северного Кавказа, абхазских диаспор за рубежом, а также Юга России и Приднестровья. У каждого из этих людей своя история, но всех их объединяет одно – отвага, решимость, благородство. Потеряли, конечно, 12 человек в этой войне. Но, тем не менее, мы победили. Это их не заслуживает подвиг. То, что они совершили здесь. Ну, понял, что понял. 92 год, я в армию ушел. В армию ушел 17 лет, мне, кажется, исполнилось. И так получилось, что я приехал в отпуск и попал на войну. Мероприятия продолжились в Музее боевой славы имени Сергея Дбар. Ко дню добровольца здесь была организована выставка фотографий, на которых многие находили себя. Всего в боевых действиях 92-93 годов приняли участие более 2000 добровольцев. Более 250 из них погибли. Завершились мероприятия торжественной церемонии в Доме культуры. Президент Аслан Бжания обратился ко всем добровольцам с приветственной речью. Уважаемые соотечественники, дорогие добровольцы,
Искренне поздравляю с Днем добровольца. В этом году, 14 августа, исполнилось 30 лет со дня начала Отечественной войны народа Абхазии. Уже на второй день войны мы были не одни. К нам на помощь пришли первые добровольцы из Северного Кавказа во главе с выдающимся сыном кабардинского народа султаном Асланбековичем Соснариевым. Добровольцы из Северного Кавказа, юга России, наши братья из зарубежной диаспоры, Республики Южная Осетия и Приднестровской Молдавской Республики встали рядом с нами в справедливой борьбе против агрессора. Благодаря проявленному бесстрашию и мужеству всех, кто сражался за мир и правду, мы отстаивали свободу и независимость Апсны. Дорогие добровольцы, народ Республики Абхазия всегда будет вам благодарен. Безусловно, мы должны сохранить и развивать наши отношения с народами, ставшими рядом с нами в тяжелейший период. К сожалению, пандемия коронавируса не дала нам возможности провести встречи ранее. В начале сентября этого года планируется мой визит в Республике Северного Кавказа, и я с радостью встречусь с вами. Дорогие добровольцы, еще раз позвольте пожелать вам крепкого здоровья и благополучия. Большое вам спасибо. Указом президента Абхазии Аинди Дакаев, сын добровольца из Чечни султана Дакаева, награжден именным оружием. Таким образом, было исполнено завещание добровольца в случае его гибели передать оружие сыну. Именной пистолет лично вручил Аинди Дакаеву президент Аслан Бжания. На торжественной церемонии Аслану Бжания была вручена награда во славу Осетии. Награды также были удостоены спикер парламента Лаша Ашуба, министр обороны Владимир Ануа, его заместитель Беслан Свижба, советник президента по делам спорта Ахра Ашуба, замруководителя фонда «Помним» Ляля Чамагуа. Торжественная церемония длилась более 2 часов. После празднования Дня добровольца президент продолжил общение с добровольцами в неформальной обстановке. Эсма Гуланзе, Раму Камки, Абхазское телевидение.